Модернизация экономики республики невозможна без выхода на рынок высокотехнологичных продуктов, технологий и инноваций. Для этого необходимо создание инфраструктуры поддержки нововведений. Организация технопарка Якутия в прошлом году позволит созданию ключевых точек роста в сфере высоких технологий. Поиск, оценка и отбор инновационных проектов – одна из основных задач технопарка, который на минувшей неделе на площадке торгового ряда «Кружало» города Якутска провел свою первую выставку «Саха Innovation 2013» совместно с Государственным комитетом по инновационной политике и науке республики и венчурной компанией «Якутия». Но наша задача очень простая и сложная одновременно. Мы на этой выставке, с одной стороны, показываем какие-то уже достижения, которые у нас уже сегодня есть, да, можно сказать, промежуточные достижения. Но вторая задача – мы ищем новые проекты, потому что именно выставка посвящена Дню рационализатора и изобретателя, и мы ищем изобретателей. Причем мы не ограничиваем их по возрасту, это могут быть маленькие дети или люди пенсионного возраста, и неважно, в какой они форме собственности. Наша задача – найти идею, мысль, которую можно потом будет реализовать. В общей программе выставочной экспозиции представлены отрасли, которые лежат в основе повышения качества жизни населения республики. Это главное. Участие в выставке – это, конечно, для разработчиков проектов и изобретателей хорошая возможность заявить о себе, завязать полезные знакомства и обменяться пусть небольшим опытом инновационной деятельности. Перед вами сейчас костюмы, плавающие, зимний вариант до минус 40 и демисезонный вариант до минус 5. И на манекенах, как видите, бейсболки, они непростые, они с солнечными батареями. Днем человек носит, а вечером у него 3,5 часа света. Перед вами солнечная батарея на 20 Вт. Она предназначена для заряда телефона, спутникового телефона, сотового телефона, ноутбука и для заряда маленьких аккумуляторов до 12 до 40 ампер. Практически реализуется и проект по установке солнечных станций. Более 70 их поставили на отдаленных фермах, базах коневодов, оленеводческих и дачных участках. Еще один интересный проект, представленный на выставке компании биометрической системы «Саха Босс-Контроль». Первая биометрическая система учета рабочего времени, существующая сейчас в учреждениях и организациях журнала учета, бесконтактные карты и даже охранные службы не являются объективными, утверждают представители компании. На данной выставке мы представляем наш продукт. Это устройство для системы учета рабочего времени. Данное устройство является чисто якутской разработкой и представляет собой по сути, мини-компьютер, работающий на сим-картах мобильных служб. Он не требует дополнительного интернета, дополнительных серверов и так далее. Просто данное устройство крепится при входе в здание, и когда работники приходят на работу и уходят с работы, они прикладывают палец. Срабатывает учетное устройство, и система отмечает, во сколько пришел работник, во сколько он ушел. То есть задаются определенные графики работы, и уже работодатель объективно понимает, сколько часов работают его сотрудники. Отображается это с любого устройства, то есть с мобильного телефона, с планшета, может быть, с персонального компьютера. Очень простая система, и показывается полностью объективные данные. То есть это по отпечаткам пальцев, это не ключ, не карточка, которую можно другому передать. По пальцам, такое устройство. На единой площадке бизнес-идей большинство экспонатов представили образцы новых технологий и инновационной продукции, которые победили в конкурсе на соискание грантов президента Республики Саха-Якутия для поддержки проектов по приоритетным направлениям научной, технической и инновационной деятельности. Состоялось вручение 10 сертификатов грантов в размере 500 тысяч рублей. Кроме этого, были объявлены имена лауреатов по 5 номинациям: лучший рационализатор, изобретение, инновационный и социально значимый проект, лучшая экспозиция. Производство продукции, новизна, спрос на внутреннем рынке, прибыльность – эти требования предъявлялись ко всем представленным проектам. Целью компании является финансирование высокорискованных, наукоемких
инновационных прорывных проектов и получения из этого дохода соответствующего. Значит, за прошедший год нами рассмотрено больше 200 инвестиционных предложений, из которых мы отобрали 60 первоначально. И далее эти проекты проходили так многоуровневое сито. Значит, у нас создан такой орган научно-технический совет, куда вошло 23 ученых, ведущих ученых Якутии из различных отраслей. Вот они смотрят по началу проекта, это общественная публичность при рассмотрении проектов. А на втором этапе проекты рассматривает совет директоров ОАО «Венчурная компания Якутия». Научного и творческого потенциала у участников выставки не занимать. Они постоянно в поиске. И к решению проблемы у каждого свой инноваторский подход. Александр Кириенко, обладатель гранта президента за проект организации производства по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку. Ни для кого не секрет, что в настоящее время человечество с каждым годом все больше развивается, но экологическую сторону своего развития она немножко оставляет позади. И у нас, например, в России ежегодно образуется отходов в виде использованных автомобильных шин до 1 миллиона тонн в год. А по республике Саха-Якутия, по некоторым данным, 22-25 тысяч тонн в год. То есть идет постоянное накопление, а переработке не подвергается вообще. И вот наш проект направлен на создание производства по утилизации использованных автомобильных шин путем механического дробления. Абсолютно экологичный способ, при этом не выделяется никаких вредных веществ ни в атмосферу, ни в почву. Просто механическим способом шины дробятся в резиновую крошку. В последующем резиновая крошка будет применяться для производства резиновой плитки, резиновых покрытий, которые применяются для спортивных сооружений, для детских площадок, производства резиновой травмобезопасной плитки и так далее. Светодиодные осветительные приборы называют умной экономией энергии. Первая в республике компания, предлагающая светотехнику и собственное сборочное производство, компания «Саха-Диод». Энергосберегающие светодиодные светильники и лампы обладают сроком службы в десятки раз больше, чем традиционные люминесцентные и лампы накаливания. Наши светильники собираются на основе российских светодиодов, качественных светодиодов, сверхярких, различных. Соответственно, исходя из всего этого, мы даем гарантию на нашу продукцию не менее 5 лет. Срок службы наших светильников не менее 20 лет. Соответственно, есть популярные модели, которые берут в наши улусы. В городе берут больше офисного освещения. Тут не только получается экономия. Светодиодный светильник — это ни для кого не секрет, это экономия электроэнергии. Скажем, 70% электроэнергии один светильник экономит по сравнению с его аналогом. Одна из особенностей прошедшей очередной второй выставки инновационных проектов – это преодоление разрыва между наукой и массовым промышленным производством. Новые ветеринарные лекарственные средства и биопрепараты были продемонстрированы специалистами Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук. Сахабактицептил, он, можно сказать, это уникальный пробиотик, биопрепарат, можно сказать. Сама название имеет пробиотик, за жизнь, а не антибиотик. Антибиотик – это уже убивает все полезные и неполезные микробы, которые имеются в организме животных, а пробиотик именно находит патогенных бактерий и убивает их. И тем самым повышает иммунитет животных. А это дружная команда из лаборатории механохимические биотехнологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Моссова. Они довольны. Их проект по разработке и внедрению поликомпонентных биопрепаратов заслуженно отмечен уважаемыми экспертами грантом президента Республики Саха-Якутия, и разработчики примут участие в международной выставке Open Innovation 2013, которая состоится нынче осенью в Москве.
На данной выставке представлена наша команда, наша лаборатория, которая представляла продукцию. Это инновационная продукция по переработке северного арктического сырья. Само название биотехнологической переработки так и звучит название — механохимическая биотехнология. Уникальность заключается в том, что, во-первых, эта продукция только из местного растительного сырья, и второе, то, что она обладает повышенной в разы, в десятки раз биологической активностью, физиологической активностью и применяется в пищевой промышленности и в медицине. Как пищевые добавки, так и биологически активные добавки медико-профилактического действия. В павильонах особое место занимали выставочные стенды и образцы производства сухих строительных смесей и другой строительной продукции. Рецептуру смесей разработаны с учетом местных условий и материалов. Были и инновационные теплозащитные покрытия и развернут ассортимент лакокрасочных материалов компании «Биге», производственная мощность которой доходит до 150 тонн в месяц. Беспилотные летательные аппараты на базе собственных и привлекаемых мощностей, организация доступа в интернет и другие информационные технологии. Услуги постепенно совершенствуются и выходят на рынок. Многие компании являются резидентами технопарка Якутия. Наука и государство, бизнес и общество. От их взаимодействия и поддержки инноваций зависит перспективное развитие экономики региона. Основная особенность то, что сегодня представлены еще проекты, которые уже получили определенную поддержку со стороны правительства, которые претендуют на поддержку венчурной компании. И основная отличительная особенность вообще вот этой выставки, она первая, организованная непосредственно технопарком. Вот почему я подчеркиваю эту особенность? Дело в том, что создание технопарка – это создание элемента инновационной инфраструктуры, ядра этой системы, которая призвана обеспечить новаторов, людей, которые желают реализовать свой проект определенными условиями. Первое – это помещениями, производственными, офисными, создать там атмосферу духа изобретательства, духа внедрения проектов и оказывать услуги по маркетингу, по сбыту, юридические, бухгалтерские услуги. То есть максимально сократить период от идеи до внедрения проекта в жизнь. И сегодняшние проекты, они хоть и находятся на разных стадиях, но они вот уже почувствовали определенный эффект для себя от наличия технопарка. У каждого участника прошедшей выставки имеются равные возможности для реализации своих бизнес-идей. Для того, чтобы пройти научно-технический совет, совет директоров венчурной компании «Якутия», экспертное сообщество, разработчикам проектов необходимо предложить немало усилий и амбиций. Пожелаем же им новых инновационных решений и востребованности проектов у потребителей республики.